Аэровокзал. Встречи, прощания. Здесь перекресток жизни. Постоянно пересекаются чьи-то судьбы, чьи-то имена. Возникает любовь и следом расставание. Мощные лайнеры и утренние самолетики уносят в небо тысячи судеб, меняя их навсегда. Так сказал бы поэт об аэропортах. За всей этой романтикой внешней суеты кроется серьезная, кропотливая работа. Строгий расчет, дисциплина, надежная техника, профессиональные кадры. 87 лет прошло с того промерзлого октябрьского утра, когда, подпрыгивая на кочках, хлипкий самолет «Сокфич», ведомый пилотом Фадеевым, взлетел над зеленым лугом Якутска. Странно представлять себе сегодня, что авиация Якутии начиналась с летающей этажерки. Именно она принесла на своих крыльях новую эру авиации. Сегодня молодое поколение не догадывается, что первый аэропорт был прямо на реке Лена. Он назывался Якутский гидроаэропорт и находился на западной протоке Лены, северной нынешний ЕТЭЦ. В 1928 году на якутской гидролинии было совершено 10 почтово-пассажирских рейсов, перевезено 8 пассажиров, 358 килограмм почты, 163 килограмма груза. Это много, ведь трасса Иркутск-Якутск протяженностью 2706 километров проходила над реками Ангара и Лена. Воздушный рейс продолжался летом 72 часа, 6 суток, зимой 120 часов, 9 суток. Водная полоса, конечно, хороша. Она не требует дорогих земляных работ. Но есть и минусы. Ветер, межсезонье. 11 сентября 1929 года на заседании Совнаркома ЯССР был рассмотрен вопрос о сухопутном аэродроме в Якутске. В августе 1935 года было закончено строительство постоянного якутского аэродрома размером 450 на 500 метров на месте существующего ныне. Трудно поверить, что якутский аэропорт был когда-то такой маленькой площадкой на 2 легких самолета. Кстати, аэропортом он стал называться с 1932 года, когда линейные и узловые аэростанции стали называться аэропортами. В 1940 году в Якутске вступил в эксплуатацию аэровокзал. Аэропорт Якутск стал полноценным крупным аэродромом на северо-востоке страны. В те времена и зародилась традиция якутского аэропорта всегда опережать конкурентов на шаг вперед. В 1941 году грянула война. Страшная, беспощадная. Уже в июле авиаторы наземных служб были мобилизованы, а в августе и октябре убыли 2 большие группы летного состава. Большинство, как обладающие опытом полетов, были назначены в московскую авиагруппу особого назначения транспортной авиации. Позже многие из них воевали в составе авиации дальнего действия и фронтовой авиации, сбрасывая тонны бомб на врага. 9 октября Государственный комитет обороны утвердил вариант строительства особой воздушной трассы Уэлькаль-Семчан, Якутск, Киренск, Красноярск. Так начинался легендарный Алсиб. Трасса Аляска-Сибирь. За годы войны через Якутск были перегнаны на фронт из Аляски 8094 самолета, свыше 1000 бомбардировщиков А-20 «Бастон», 2640 истребителей «Аэрокобра», 725 бомбардировщиков Б-25, 705 транспортных Си-47. По трассе Алсиба перемещались дипломаты и военные специалисты. По трассе летали послы СССР в США, Литвинов и Громыко, американские генералы, а в 1944 году вице-президент США Генри Уоллес. Закончилась война, начались мирные будни. Требовалось скорее восстанавливать разрушенное, развивать. Спасибо Алсибу, якутскому аэропорту, в наследство осталось много чего. Одним из признаков мирной стабильности стало введение постоянно действующего расписания рейсовых самолетов в 1945 году. Зимние и летние варианты по направлениям Якутск-Москва, Якутск-Красноярск-Уэлькаль, Якутск-Магадан, Якутск-Иркутск и другие. В 1946 году в Якутске было построено здание нового аэровокзала, где располагались гостиница, ресторан, отдел перевозок, КДП, радиобюро. В истории якутского аэропорта немало славных страниц, где звучат слова «впервые», «уникальный».
Так, 29 марта 1957 года в 10 часов утра в якутском аэропорту впервые приземлился реактивный лайнер Ту-104, пилотируемый летчиком-испытателем, героем Советского Союза Михайловым. Расстояние от Москвы до Якутска самолет преодолел за 8 часов. В 1959 году в Якутск впервые прилетел турбовинтовой лайнер Ил-18, который стал на многие годы основной машиной на линии Якутск-Москва. В феврале 1960 года проходил испытания якутскими морозами самолет Ту-134. 15 лет назад постановлением правительства Республики Саха-Якутия путем выделения из НАК Саха-авиааэропортного комплекса образовано государственное унитарное предприятие «Аэропорт Якутск». Генеральным директором был назначен Андрей Аркадьевич Илларионов. С тех пор прошло 15 лет. Это достаточно большой срок. Но если вспомнить те времена, то, конечно, было сложное время очень для жизни всех авиаторов, для жизни всей страны. Была полная фактически разруха. Были хронические неплатежи. Почти 2 года не выплачивалась зарплата персоналу. Вся инфраструктура была практически разрушена. Был проходной двор в аэропорту. Взлетно-посадочная полоса находилась на грани закрытия. Мы пережили очень много забастовок, всевозможных других. Была излишняя численность. Катаклизмов нам хватило. В Якутск произвели посадку самолеты нового поколения Boeing 777-300ER, 757-747. Прошли испытания на работоспособность в условиях низких температур Ил-96, аэробусы F-310, А-319, 320 и 340. Это было новое время. Оно пришло к нам в виде могучих дальнемагистральных лайнеров. Такого комфорта, такой мощи якутяне еще не видели. Тогда же авиакомпании United Airlines, Northwest, Cathay Pacific, Continental Airways, CCA открыли регулярные пассажирские полеты по кросс-полярным маршрутам. Над Якутском летели многочисленные белые инверсионные следы. В 2004 году в состав аэропорта Якутск вошли служба наземного штурманского обеспечения полетов и ВПК «Аэроторгсервис», обеспечивающие авиакомпании бортовым питанием. В 2006 году в результате проверок комиссия ЦС «Эстоп» присвоила ССО аэропорта Якутск-2 категорию ИКАО. Правительством Республики Саха-Якутия принято решение о строительстве нового пассажирского терминала с пропускной способностью до 900 пассажиров в час. В условиях постоянного роста количества пассажиров в аэропортах по всему миру приоритетными становятся задачи как оптимизации использования существующих ресурсов, так и эффективного управления пассажиропотоком. Сегодня аэропорт – это не просто авиационное предприятие, которое обеспечивает регулярные перевозки пассажиров и грузов. Помимо транспортной инфраструктуры, аэропорты включают гостиницы и склады, торговую и развлекательную составляющие. Грамотное сочетание элементов коммерческой недвижимости способно превратить аэропорт в высокодоходный инвестиционный проект. Сейчас у нас идет в аэропорту аэронавигация Северо-Восточной Сибири, проводит замену системы посадки. Если стояла до этого, действовала система посадки 80, то сейчас идет замена на СП-200, система посадки 200. Самая современная, что нам позволит в ближайшей перспективе сделать нам уже 3-ю категорию ИКАО, что позволит практически свести уже почти до нулевой видимость, что возможно, фактически будет всепогодный аэропорт. Было на самом деле сделано очень много. Во-первых, приведена численность, соответствие численности работающих в аэропорту Якутск была излишняя, как я говорю, мы принимали было 2100 человек, нам удалось довести до 1100 человек. Что еще? Оптимизированы все службы, лишние были выведены. Постепенно так налаживали и, в общем-то, коснулась реконструкция практически всех объектов аэропорта Якутск. Также у нас гостиница была отремонтирована. Сегодня имеем 110 комфортабельных номеров в гостинице «Лайнер». Сегодня работает функционирует цех бортового питания. Ну и вообще в целом порядка 20 подразделений в составе аэропорта Якутск работают, которые направлены, которым надо придать один единственный вектор движения.
вперед. В наше время изменились условия существования аэропортов, а также требования потенциальных пассажиров. Люди путешествуют по всему миру и имеют возможность сравнить аэропорт родного города с франкфуртским, мюнхенским и другими. Огромным достижением аэропорта Якутск стал ввод в 2012 году к Международным играм Дети Азии нового комплекса аэровокзала. Новый вокзал потрясает. На самом деле мы, конечно, думали, что он большой, слишком огромный, там лет на 20 вперед рассчитан на пассажиропоток нарастущий. Но на самом деле оказалось, что он самый оптимальный для нас. Пассажиры, я думаю, что себя чувствуют в нем достаточно свободно, вольготно, нет той зажатости. Мы предоставляем сегодня все виды услуг, какие имеются в таких пассажирских комплексах на сегодняшний день в России, в мире. Стараемся к этому идти. На сегодняшний день нами разработано 28 стандартов качества обслуживания пассажиров разработано. Но ввели мы из них уже 9. Будем в дальнейшем доводить до уровня всего. Авиакомпания и аэропорт – это единые звенья одной транспортной системы. Как и в случае с технической неисправностью самолета, авиакомпания не имеет права перевозить пассажиров, несмотря на убытки. Точно так же в случае обнаружения неисправности полосы аэропорт обязан предпринять все зависящие от него меры, чтобы обеспечить соответствие покрытия требованиям контролирующих органов. И, безусловно, задача менеджмента – сделать это с наименьшим ущербом для операций компаний, клиентов аэропорта, обеспечить максимально возможный в этих условиях комфорт для пассажиров. Нам удалось с помощью президента республики, правительства, удалось нам модернизировать основные производственные фонды. Очень много приобретено спецавтотехники, включая пассажирские автобусы, включая грузовые автомобили, багажные и так далее, тепловые. Очень много приобретено аэродромной техники. На сегодняшний день мы имеем возможности и обслуживать воздушные суда, и пассажиров на высоком достаточном уровне. Как вы знаете, новый терминал имеет также все необходимое для обслуживания пассажиров. Наконец-то у нас имеется нормальный павильон выдачи багажа. Если ранее люди замерзали, там при минус 45-50 стояли, ожидали багаж на улице, то сегодня в теплом просторном помещении получают багаж. Также есть общепит развит у нас. Служба авиационной безопасности работает на самых современных средствах контроля и безопасности. Взаимодействуем со всеми нашими правоохранительными органами. В общем-то, на сегодняшний день я считаю, что предприятие «Аэропорт Якутск» – это динамично развивающееся предприятие, имеющее все перспективы. Сегодня все работают с удовольствием, ходят на работу наши работники, люди. Если возникает проблема в связи с оперативной работой аэропорта, то, безусловно, приоритет должен быть отдан не коммерческим вопросам, а вопросам безопасности перевозок. Именно за это лично отвечает единоличный исполнительный орган, генеральный директор аэропорта, вне зависимости от того, кто занимает эту должность и каких взглядов он придерживается. Сегодня вы наверняка видели, что практически у нас нет со стороны персонала грубости в отношении пассажиров. Каждый такой случай мы расследуем. Это для нас является чрезвычайным происшествием. И, соответственно, ведем работу по профилактике. И надеемся на то, что все-таки со временем станем таким аэропортом, который отвечает всем требованиям, в том числе международным. Персонал у нас очень серьезно сейчас идет отбор. Случайных людей практически не бывает, особенно какими-то проблемными. В прошлом таких людей мы не берем. Сегодня уже выстраивается очередь к нам. Здание, внешне напоминающее орла с раскинутыми крыльями, занимает 17,5 тысяч квадратных метров. Пропускная способность комплекса составляет 700 человек в час. В старом здании за это время могли обслужить лишь 200 пассажиров. Здесь установлены межэтажные эскалаторы, пандусы для инвалидов-колясочников, предусмотрены кафе и ресторанчики. В каждом уголке можно пользоваться интернетом. С вводом в эксплуатацию железной дороги Тында-Якутск республика ожидает значительный рост внутреннего грузооборота и появление новых направлений перевозок, таких как Анадырь, Певек, Магадан, Петропавловск-Камчатский. Возможно перераспределение логических схем, при которых аэропорту Якутска будет отводиться роль крупного транзитного узла.
Часть грузов, прибывающих в столицу республики по железной дороге, будет отправляться в крупные населенные пункты и отдаленные районы северо-востока России воздушным транспортом. В будущем в условиях формирования единой транспортной системы, в частности якутского мультимодального транспортного узла, образованного на стыке железнодорожных, воздушных, водных путей сообщения и сети опорных федеральных и региональных автодорог, аэропорт Якутск будет функционировать в качестве северо-восточного грузового хаба. В этом есть уверенность. И люди, и техника, и опыт позволяют утверждать это. И я хочу поздравить, во-первых, весь коллектив работников аэропорта Якутск 15-летним юбилеем, хоть небольшой, но юбилей, такая цифра, вроде бы и небольшая, но на самом деле много чего пережито за это время. Поздравить всех ветеранов, всех работников, всех авиаторов, авиаработников Республики Саха-Якутия, всех коллег, партнеров, авиакомпаний, с тем, чтобы, пожелать всем счастья, здоровья, удачи, всего самого наилучшего.